В XIX веке, когда русские войска в очередной раз пошли завоевывать другие земли и народы, имам Шамиль на переговорах с русским генералом спросил: «Зачем вы пришли на нашу землю?» Русский генерал ответил: «Мы принесли вам, дикарям, высшую культуру и цивилизацию». Имам Шамиль подозвал одного из своих соратников и попросил его снять сапог и обнажить ноги. Ноги от пятикратных омовений были чистыми и блестели. Потом имам подозвал одного из русских солдат и попросил снять сапоги и размотать портянки. Привозим быстро, подбираем точно, по цене огонь. Сканируй и переходи. Ноги солдата были грязными, черными и ужасно воняли. Имам Шамиль спросил: «Вы эту культуру нам принесли?» Русский генерал растерялся и не смог произнести ни слова. Вторая история. Во время царствования падишаха Баязета II в 1497 году в Стамбул прибыл посол царя Ивана III из Москвы Михаил Плещеев. Перед приемом у падишаха для этого посла приготовили и настойчиво попросили посла сходить в баню, в турецкую баню, в хамам, по причине того, что он очень плохо вонял и вызывал приступы тошноты у окружающих. Но боярин ни разу не видел турецкой бани и от мытья отказался. Плохо пахнущего посла, не допустив до переговоров с падишахом, выпроводили из Стамбула. Источник — русский биографический словарь в 25 томах под наблюдением Половцева. Этот словарь писался с 1896 по 1918 годы.